Аина, привет! Привет. Как мы знаем, в эти выходные мы празднуем 391-летие нашего любимого города Якутска. История города начинается с этой надвратной башни. Расскажи, пожалуйста, об истории этого объекта. Лиза, привет, спасибо за приглашение. Да, как известно, именно из таких крепостных сооружений, именно включающих в том числе и башни, у нас начинается вообще история, такой большой исторический процесс в Якутии. Да? Это когда в 1632 году в Якутию достигли землепроходцы, которые осваивали новые земли за Уралом, которые включали новые территории за пределами Урала. И, конечно же, они должны были осваивать новые земли и строить новые города. И Якутск попал, эта территория попала в это число. В 1632 году мы обязаны Петру Ивановичу Бекетову строительству. Он построил в 1632 году на правом берегу реки Лена, от 70 километров от современного города Якутска, острог. Тогда он назывался Ленский, да, в честь реки Лена. И в 1643 году этот острог были вынуждены перенести сюда, на современную территорию Якутска. Почему? Потому что острог, как правило, они построили очень близко к реке, его часто подтапливало, несколько раз его переносили с места на место, и потом уже в 1943 году он уже добрался до сюда, и здесь уже начинается новая история, да, история градостроительства. Здесь историко-архитектурный комплекс Старый город, это местонахождение как раз-таки острога, который перенес воевода Головин, а потом уже с 1660-80-х годах построили уже новую якутскую крепость, уже на территории нынешней площади Дружбы народов. И там пришлось эту крепость дополнительно укрепить, и там была восточная надвратная башня, которая выполняла функции ворота в город Якутск, и как раз-таки мы копию этой восточной надвратной башни сегодня с вами видим. К сожалению, мы эту башню потеряли в 2002 году во время пожара, но тем не менее... Восстановленная получается. Да, это восстановленная в 2002 году, как раз перед юбилеем города Якутска. На сегодняшний день это тоже очень интересная туристическая мекка, это место притяжения и жителей города Якутска, и гостей. Давай, Аида, пройдем внутрь. Расскажешь, пожалуйста. Прежде чем мы войдем, я хочу рассказать, что именно благодаря усилиям регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры эта башня была в 2018 году практически воссоздана, да, потому что у него началась новая история. Она стояла вот с 2022 года просто объектом в старом городе. А сейчас мы можем зайти вовнутрь, посмотреть экспозицию, которая посвящена истории города Якутска. Экспозиция постоянная, да? Экспозиция постоянная, то есть она обновляется только в лучшую сторону. Сюда люди могут принести свои какие-то экспонаты, но тут уже усилиями краеведов, членов общества мы с вами можем посмотреть основные исторические этапы вхождения Якутии в состав российского государства. То есть это неотъемлемая часть вообще истории Якутского острога. И вот как вообще протекала наша история вплоть до 19 века. И мы с вами видим интересные копии картин, да, которые показывают облик нашего города Якутска. Это как раз я говорила, в 1643 году крепость перенесли с территории Намского района сюда до территории современного города Якутска, а потом уже перестроенные заново в 1680-х годах Якутский Кремль на территории площади Дружбы народов. И уже какое состояние было у Кремля в начале 20 века. То есть постоянно дерево разрушается, то есть вообще дерево ничего не щадит, да, ни время, ни пожара, ни вода. И горожане, гости города Якутска могли увидеть только такую печальную картину. И после этого осталась у нас одна надвратная башня. Мы поднялись на сторожевую вышку надвратной башни. Отсюда видны все объекты, достопримечательности нашего старого города. Что здесь раньше делали и про объекты тоже, пожалуйста, подробно. Спасибо за интересный вопрос. Да. Вот это именно место, да, мы стоим на самой возвышенности.
до которой вообще не любой житель может дойти, да, но тем не менее мы с тобой только поднялись. Ага. Ну, эта территория служила как сторожевая вышка, это когда часовые или же служивые люди, они как раз-таки проверяли, смотрели, кто идет в сторону города. Ага, вот. А сейчас мы с вами наблюдаем как бы всю простор, Красоту, да, весь ага. простор, всю красоту историко-архитектурного комплекса «Старый город». И хотелось бы отметить, комплекс был застроен, создан в 2006 году. Ага, и здесь у нас расположены самые наиболее интересные объекты, которые отражают историю, которые отражают культуру, повседневную жизнь города Якутска XIX века, а также вообще быт, нравы. И самое главное, эти объекты рассказывают о выдающихся исторических личностях, которые проживали здесь, в городе Якутске, и делали все возможное для его развития. Кого можем назвать? Ага, ну, я могла бы, наверное, вообще показать любой объект пальцем, да, и сказать, что этот дом связан именно с ним. Но, наверное, начнем с Преображенского храма. Самый красивый объект на территории старого города, это, конечно же, наш Преображенский храм. Раньше вот за ним, да, ближе к храму стоял деревянный храм Преображенский, начала 19 века постройки, а потом в 1845 году, благодаря купцам братьям Соловьевым, построили новый храм, и на сегодняшний день он является одним из самых как бы посещаемых, красивых и главных храмов города Якутска. И все купцы, не только Соловьевы, да, но и все купцы, как Шиловы, Силины, они старались, то, что они нажили во время торговых дел, они старались это все компенсировать именно во благо развития города, во благо развития как бы духовного, да, культурного, образования. И вот как раз-таки церкви это самый настоящий пример, да, тому. Дальше еще идут следующие имена, как Федот Астраханцев, как Петр Илларионович Захаров, которые постоянно были попечителями этой церкви. В 1914 году Федот Астраханцев назначил городу Якутску сумму 1 миллион рублей. И это была тогда вообще невероятно большая сумма. И в 1917 году после революции никто не смог понять, да, куда делась эта сумма. Тогда еще улицу Кулаковского назвали в честь имени Федота Астраханцева, но, тем не менее, история всегда меняется, да, и вот после революции пришла новая власть, и это все забылось. И также вот другие объекты, допустим, вот эти вот желтые, очень красивые каменные дома, это дома, принадлежавшие Кушнаревым, это тоже купеческая семья старообрядцев, тоже очень интересные люди, они тоже в свое время делали большие пожертвования именно на строительстве, допустим, здания библиотеки, музея, каких-то других школ, частным людям. И вот если мы будем читать, если мы будем посещать какие-то лекции, экскурсии, да, тогда мы узнаем о них очень много нового, и вообще можно от них взять какой-то пример. Вот. И каждый объект тоже связан с такими именами. Даже у нас тут есть объекты, дома, где жили Кулаковский, Аниподий Сафронов, это у нас основоположники якутской национальной литературы. Есть еще дома, принадлежавшие купцам, которые жертвовали на открытие новых земель. Допустим, землю Санникова все знают. Его дом тоже, прототип его дома тоже в числе историко-архитектурного комплекса «Старый город», ну и многое-многое другое. Сейчас вот как раз-таки стоим на набережной города Якутска, она исторически всегда была набережной. Только сейчас у нас, ну, как бы здесь сухо, да, сразу зеленый луг у нас открывается, а раньше водные вот эти вот протоки, они совсем были другие, то есть здесь были какие-то артерии мелких вод и не было дамбы, поэтому, в принципе, здесь очень сильно затапливалось, и это всегда исторически была набережная. Но тем не менее, это место было одной из самых посещаемых, самых насыщенных районов города Якутска. Вообще старый город сам по себе исторически был одним из культурных, да, торговых районов, но именно это место как раз-таки нам может рассказать, чем жили
тогда якутяне, горожане, да, и также жители, которые торговали из других городов. Здесь всегда проходила якутская ярмарка. Якутская ярмарка была знаменита во всем мире, то есть как Нижегородская ярмарка, как других городов, да, она была очень крупной. Была зимняя, летняя, и самая такая знаменитая, посещаемая была летняя. Здесь, кроме каких-то вот торговых действий, происходили еще выступления циркачей. На набережной можно было кататься там на лодках с музыкантами. То есть здесь проходили все такие интересные события. То есть это было всегда местом притяжения. Но если перейти к Кружалу, оно было построено в 1829 году, если я не ошибаюсь. И Кружало, слово такое интересное, да, это от слова кружить. Это здание очень интересное, оно, если мы посмотрим сверху, имеет неправильную пятиугольную форму, и лавки сейчас в современном облике Кружала, то есть это мы заходим вовнутрь и уже начинаем кружить, да, вокруг лавок, смотреть на эти лавки, да, а раньше можно было лавки увидеть снаружи, то есть они всегда были снаружи, и люди вот так вот кругом ходили, смотрели на товары, и от этого слова кружить пошло слово Кружало. Ну, торговали здесь всем, да, чем можно было, то есть якутская ярмарка была очень насыщена на ассортименты, но мясными изделиями, мясным товаром торговали в мясных лавках, где сейчас у нас располагается ресторан Махтал. Здесь можно было и найти еще разные товары, как бивень мамонта, то есть какие-то изделия из костей разных животных. Это, допустим, музей имени Емельяна Ярославского, есть очень интересный экспонат, да, это посуда из моржовой кости. То есть здесь в Якутии, в принципе, моржей не добывали, но это нам говорит о том, что здесь на ярмарке торговали еще и представители из других регионов России. Поэтому, в принципе, вот здесь сейчас Кружало как бы свое предназначение сохранила, да, здесь тоже идет торговля, но уже более современными ювелирными, да, ювелирным производством, но раньше здесь можно было найти чай, тоже какие-то ювелирные украшения, которые привозили из улусов, ткань можно было найти. Ну, то, что, в принципе, горожане любили, у горожан был спрос, да, на эти товары. Город Якут всегда был таким модным, как сейчас, да, он был таким современным, здесь были интересные жители, здесь был очень большой алкогольный ассортимент, да, и то есть все здесь, вообще жизнь кипела, несмотря на окраинное географическое положение. И, в принципе, сегодня ничего не изменилось, да, люди, мы сейчас живем тоже бок о бок с другими народами, да, нашей республики и в городе, все хотим сосредотачиваться, то есть все приезжаем, здесь находим что-то свое, любим друг друга, уважаем и, конечно же, каждый год празднуем день рождения нашего любимого города.